Чем живет Таджикистан и наши соседи? Самое актуальное и важное, что нужно знать. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого интересного. В Волжской области Кыргызстана 43 школьника были доставлены в больницу с подозрением на отравление. В Министерстве образования и науки страны сообщили, что накануне 29 марта один из учеников 6 класса школы номер 101 имени Камбековой в Карасуйском районе распылил в классе духи. По предварительной информации, один из учеников сильно потел, и его родители привезли ему из России духи. Друг мальчика забрал их и распылил в классе. В больницу попали ученики-одноклассники, отметили в Минобразовании. В Министерстве здравоохранения рассказали, и что дети обратились в Волжскую областную детскую клиническую больницу. На ночь врачи оставили в больнице 18 детей. Утром 30 марта в медучреждении остались 4. Остальные на амбулаторном лечении. Забор крови у школьников осуществлен. Предварительный диагноз – отравление неизвестным веществом. Состояние детей удовлетворительное, рассказали в Минздраве. Как вам такие духи из России? А власти Казахстана вводят запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов с территории страны за пределы Евразийского экономического союза. В соответствии с приказом Министерства энергетики Казахстана запрет будет действовать с 8 апреля текущего года до 31 декабря 2024 года. В список запрещенных или ограниченных к экспорту нефтепродуктов включены легкие дистилляты, бензин, авиакеросин, дизельное топливо, газоилий, один из видов дешевого дизельного топлива, битум нефтяной. Причины принятия такого решения в сообщении Минэнерго Республики Казахстан не указывается. В начале февраля этого года сообщалось о введении правительством Казахстана 4-месячного запрета на экспорт наиболее востребованных видов нефтепродуктов с 7 видами транспорта. Тогда говорилось о запрете на вывоз бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов за исключением смазочных масел, топлива жидкого, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ, а также вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителей автотранспорта. Первоначально запрет на вывоз таких нефтепродуктов автотранспортом был установлен 12 июля минувшего года. Казахские нефтепродукты поставляются в Таджикистан в незначительных объемах, не более 4% от общего объема импорта этой продукции. Главным экспортером нефтепродуктов в Таджикистан является Россия, это около 90% от общего объема, которая предоставляет эту продукцию на льготной основе. 2013 года без оплаты экспортной таможенной пошлины. Казахстан является основным поставщиком сжиженного газа в Таджикистан, на который приходится более 84% поставок. Как вы думаете, с чем это может быть связано? А вот президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать условия для иностранных туристов, чтобы они дольше оставались в стране, поскольку каждый дополнительный день пребывания путешественника увеличивает ежегодный туристический экспорт на $300 миллионов. Об этом глава государства заявил на совещании, посвященном развитию отрасли, со ссылкой на его пресс-секретаря Шерзода Асадова. Он сообщил, что высокий туристический сезон можно продлить на 2 месяца за счет организации альпинистских и горнолыжных зон в Ташкентской и Джизакской областях, а также дополнительных мест для купания в Андижанской, Самаркандской, Кашкадарьинской и Наваийской областях и в Ташкенте. Мирзиёев поручил ответственным министерствам и ведомствам разработать визитную карточку Узбекистана и широко рекламировать туристический потенциал республики за рубежом. На это выделено 100 миллиардов суммов. Это $8,7 миллионов. В целях развития внутреннего туризма поручено утвердить социальную программу для учителей и медиков. Говоря об итогах прошлого года, глава государства привел статистику, согласно которой число иностранных туристов по сравнению с показателями 2021 года увеличилось втрое и достигло 5,2 миллионов человек. Создание нового туристического центра в Самарканде позволило привлечь дополнительно 2 миллионов туристов. Одним из высоких результатов работы в этом направлении является получение Самаркандом статуса мировой туристической столицы в 2023 году, сказал он. Кроме этого, президент поручил до конца года ввести в эксплуатацию дополнительно 20 современных самолетов и увеличить авиапарк до 64 единиц. Увеличить количество авиарейсов с нынешних 461 до 700 в неделю, а годовую перевозку пассажиров довести до 7,5 миллионов и другое. Как вам такая идея? Не думаете ли, что Таджикистан тоже имеет туристический потенциал, который стоит развивать? А вот на сессии Маджлиса Намаяндагон, Маджлисе Оли Таджикистана,
органа 29 марта был обсужден проект закона Республики о внесении дополнения в Кодекс об административных правонарушениях и о внесении изменений и дополнений в Процессуальный кодекс об административных правонарушениях. Как сообщается на сайте парламента, проекты законов разработаны и представлены правительством страны с использованием права законодательной инициативы. Изменения, в частности, касаются вопроса назначения и выплат средств социального страхования, пособий по временной нетрудоспособности, а также усиления административной ответственности в этой области. А за выдачу работниками медико-профилактических учреждений фиктивных листов временной нетрудоспособности, выписку больничных листов предполагается наказание. Какое именно, пока не сообщается. Как вы относитесь к этой идее? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.